В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Лесные пожары бушуют в Якутии. Угроза прорыва огня из-за сильного ветра появилась в местности Истапанкёля. Строительство ОПО завершено, а монтаж пролетов выполнен на 95%. Завершается строительство моста через реку Тикян. В Бердигистяхе в доме для ветеранов тыла и труда открыли зону отдыха. 100 лесных пожаров бушуют в Якутии. Площадь активного горения 385 гектаров. За сутки возникло 14 возгораний, 11 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Майского и Тампонского районов, где зарегистрировано 83 очага природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Угроза прорыва огня из-за сильного ветра появилась в местности Истапанкёля в 6 километрах от села Сватай. На тушение почвенного пожара в местность мобилизовано 2 бригады из 18 и 16 человек. Обстановка на территории Метисского второго наслега оценивается как средней сложности. Прямой угрозы населенному пункту в данное время нет. Пожар находится за рекой от села Сватай на участке Байкал, где расположены сенокосные угодья. Бригада из 11 человек продолжает прокладку минполосы на западной стороне села за рекой Лазея на расстоянии километра от населенного пункта. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев работал в Тампонском районе, где сложилась одна из наиболее сложных ситуаций по лесным пожарам. Там действует 18 природных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. Айсен Николаев совершил облет территории и провел совещание с участием ответственных структур. А на территории Нерюнгринского лесничества с начала года зарегистрировано 8 лесных пожаров, 7 из них в авиационной зоне и 1 наземный. На сегодняшний день все очаги благополучно ликвидированы. В результате огненной стихии объекты экономики, населенные пункты и энергетическая инфраструктура не пострадали. Общая площадь пожаров в охраняемой зоне составила 375 гектаров. В то же время на территории района зарегистрировано порядка 80 термоточек в зоне контроля. Возгорание тушили лесопожарные формирования Чульманского отделения Якутской авиабазы охраны лесов и Нерюнгринский филиал Якутлесресурс. Погодные условия нам преподнесли 4-й класс пожарной опасности, были трудности, но своевременно был введен особый противопожарный режим на территории Нерюнгринского района, что позволило нам оперативно привлечь дополнительные силы и средства из работников предприятий города Нерюнгри. Хотелось бы особо отметить и поблагодарить работников таких предприятий, как ГОК Денисовский, ГОК Инаглинский, аэропорты Севера, спецтранс Чульман, энергорайон Чульман за своевременное оперативное выделение людей как дополнительные силы на тушение лесных пожаров. Норматив патрулирования лесов инспекторами могут изменить. Согласно проекту приказа Минприроды, совершать осмотр необходимо 2 раза в неделю. Патрулирование лесов в день должно длиться 420 минут. Протяженность маршрута при этом при пешем патрулировании должна быть не меньше 8 километров. На ездовых животных не менее 25, на технике не менее 60. Вместе с документом отменяется приказ Минприроды, который установил предыдущие нормативы патрулирования лесов должностными лицами. В нем расчет осуществлялся в тысячах гектар на одного государственного лесного инспектора. В Якутии еще 56 человек заболели COVID-19 за сутки. По-прежнему самое большое количество инфицированных в столице республики – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Абыйском и Амгинском и Чурапчинском районах. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Между тем, в Вилюйском районе ситуация остается напряженная. С начала пандемии там зафиксировано 38 случаев COVID-19. На сегодняшний день в инфекционном отделении находится 5 больных. И еще 2 проходят амбулаторное лечение. При проведении эпидемиологического расследования было установлено, что все заболевшие выезжали в Якутск. В основном семейные очаги мы выявляем. Так, и нужно сказать, что мы уже в город Якутск отправили 270-12 анализов.
Уже месяц мы проводим ИФА-обследование у нас в нашем лаборатории, и уже проведено 1378 анализов. Между Якутией и Северным морским флотом будет продолжено тесное сотрудничество. Эта тема стала основной во время встречи постоянного представителя республики при президенте Андрея Федотова с командующим Северным флотом, вице-адмиралом Александром Моисеевым. Якутская делегация побывала в Североморске в рамках торжеств, посвященных Дню военно-морского флота страны. Сегодня развитие арктических территорий региона тесно связано с военными. В Тикси появился новый военный городок. На этом сотрудничество не останавливается. Андрей Федотов отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в ближайшем будущем на кораблях Северного морского флота несли службу и якутяне. Сейчас ведется работа в этом направлении. В свою очередь, командующий Северным флотом отметил важность партнерства и заявил о желании укреплять сотрудничество с руководством республики. В составе группировок кораблей Северного. Завершается монтаж моста через реку Тюкян. Начальник управления дорог Вилюй Николай Андреев проверил ход строительства объекта и отметил, что особое внимание уделяется качеству выполняемых работ. Строительство опор моста завершено, а монтаж пролетов выполнен на 95%. Также сделаны насыпи подходов и нижний слой дорожного покрытия. Вскоре начнутся работы по гидроизоляции и покрытие подъездной автодороги и самого моста асфальтобетоном. Таким образом, в 2020 году на автодороге Вилюй введут в эксплуатацию 4 мостовых сооружения на реках Сасар-Юрях и Улахан-Мугур после реконструкции, а через реки Тюкян и Малая Батуобуя по окончанию строительства. Общая протяженность мостовых сооружений составит 585 погонных метров и 12 километров подходов. Пенсионеры должны иметь возможность выбрать удобную для них дату доставки пенсии. Такое мнение высказал замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя соответствующее предложение Минтруда. Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому пенсионеры смогут по желанию сохранять прежнюю дату доставки пенсии. Предложенная норма позволит доставлять пенсию без изменения даты вне зависимости от места проживания получателя или от выбора доставочной организации. Таким образом, за пенсионером хотят закрепить оптимальную с его точки зрения дату доставки пенсии. По словам Нилова, сейчас эта дата зависит от региона и момента выхода на пенсию. Депутат положительно оценивает предложение Минтруда. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС назвали самых добросовестных потребителей по итогам регионального этапа всероссийской акции «Надежный партнер». Как выявляли победителей, смотрите в следующем сюжете. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе формат награждения добросовестных потребителей был изменен. Вместо торжественного мероприятия в конференц-зале Нерюнгринской ГРЭС дипломы и награды были вручены победителям и лауреатам на их рабочих местах с соблюдением профилактических мер. Поздравляем вас с тем, что вы стали победителем в региональной акции «Надежный партнер». Да, вы лучше всех платили за тепло в прошедшем отопительном сезоне. Мы очень ценим таких потребителей. Лучше определялись из 120 добросовестных потребителей теплоэнергии. По результатам были выявлены 3 победителя и 1 лауреат. В номинации «Непромышленные потребители» победитель ИП Бугаева Светлана Константиновна, лауреат ГЭК «Металлист». Среди бюджетных предприятий диплом был вручен Детскому саду «Солнышко» и Нерюнгринскому лесничеству. Хотелось бы вас поздравить. Вы стали победителем акции «Надежный партнер». Вы постоянно и вовремя оплачивали за потребленную теплоэнергию. При определении победителей конкурса оценивались своевременность и полнота расчетов, отсутствие задолженности и своевременное подписание актов сверки. Старались платить вовремя и без задолженности. Ну и дальше будем стараться платить вовремя. И вот это все, что произошло, это очень неожиданно и приятно. Для энергетиков всего ДЭК поощрение самых добросовестных потребителей тепловой энергии – многолетняя традиция, которая позволяет выразить благодарность за четкое выполнение своих договорных обязательств. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри.
Новый арт-объект в виде ажурной руки появился в столичном парке культуры и отдыха. Необычную конструкцию изготовил мастер-сварщик Михаил Ситов. Молодой специалист – неоднократный участник городских выставок и фестивалей. По его словам, арт-объект он создал для популяризации сварочного дела и сохранения окружающей среды. На самом деле это у меня работа первая, надеюсь, не последняя. Я принимал участие в выставках. ЕКТ-фест, Артбокс, Sounds of Saha. У меня были там представлены в основном маленькие работы. А что вы обычно делаете? Ну, в основном это, да, именно животные. Вот по цветам у меня были заказы, конечно, металлическим. Ну и там, прочим, фантастические и сказочные персонажи. Десятки точно. А вот такая большая работа, она у меня первая. В доме для ветеранов тыла и труда в Бердигистяхе открыли зону отдыха. Объект появился благодаря проекту «Забота ветеранов. Задача первостепенная». Подробности смотрите в следующем материале. Зона отдыха – проект по поддержке Фонда президентских грантов, посвященный к 75-летию Великой Победы, был реализован благодаря соцотделу Улусной администрации и молодежной общественной организации «Улуспут-Тугугар». Нашими волонтерами проведена основная работа – это грунтовка стен, покраска, установка мебели, установка поручней. Так как молодежь в дневное время работает, старались после рабочего дня в 6-7 с легким перекусом так в команде навеселе проработать вот эти дни. Работа велась у нас 3 дня. Основные работы мы провели в выходные дни. На обустройство зоны отдыха было выделено грант на сумму более 350 тысяч рублей. Учредители проекта «Забота ветеранов. Задача первостепенная» планируют развивать свой проект. Сейчас они сотрудничают с районной библиотекой, где периодически проводятся мероприятия для ветеранов. Этот проект разработан по инициативе самих ветеранов. Вот когда мы к ним приходили, они сидели в коридоре, в этом поле, на деревянных скамейках, беседовали, разговаривали и хотели, чтобы у них было тут уютно, красиво. В этом 35-квартирном доме живут заслуженные ветераны Горного района. Надеемся, что введенная зона отдыха будет особенно нужна в зимние холодные дни. В зоне отдыха ветераны могут посидеть в уютных диванах и креслах и общаться друг с другом, читать книги и журналы. Дарья Гуляева, Михаил Мрудовской, Горный Улус. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.